Светлана, Куларым сыйның аппақ, бәліш ішін түгел. Привет, Ильгиз. Я ушел отсюда, и все пошло наперекосяк. Двери на Литвин, вы встретились и у них этот... О, первая любовь, первая разлука. И первая, и вторая, и третья, знаешь? Ақлы сүйтса күлмәгене. Главная проблема молодежи тарзакиньяк, я уже не отношусь. Мы находимся у Казанского института культуры. Почему мы здесь? Расскажи, пожалуйста. Потому что в 2005 году я пришел сюда учиться. Мне было всего 17 лет, сразу после школы. И мне тут очень понравилось еще тогда, когда я пришел только знакомиться. Ну, типа день открытых дверей. И знаешь, так вот идешь по коридорам, а там один орет где-то в углу, другой на баяне играет, третий на балалайке, четвертый там сценку репетирует. Я думаю, это мое место! И вот оно! 5 лет, я 5 лет тут проучился. Никогда не думал, что буду скучать по этому месту. Но, знаешь, годы как бы проходят, и ты понимаешь, что это очень интересный, даже важный этап жизни для, моей жизни. Когда я сюда приходил через пару лет, вот так вот идешь по, скажем так, родному университету, но никто тебя не знает. Нет, я имею в виду, то есть студенты молодые приходят, ты их не знаешь, они тебя не знают. Такие чувства, что вот я ушел отсюда, и все пошло наперекосяк. Вот, нужно было задержаться, может быть, здесь. Первая любовь случилась тут? Первая любовь тут случилась? О, первая любовь, первая разлука. И первая, и вторая, и третья, знаешь? Много любовей тут было. Светлана? Я поступал сначала как вокалист, а потом мне не получилось учиться по разным причинам. Мне пришлось перейти на хоровое дирижирование. Светлана, Куларым сыйның аппақ, бәліш ішін түгел. Йоқ, бәліш ішін түгел. Ну, знаешь, когда я тут учился, я пел, так, и мне нужно будет вот так сделать, хоп, я пел очень классические, серьезные вещи. Когда все пошло... Когда все пошло наперекосяк, когда я понял, что таким крейзи, как я, тоже есть место на эстраде, знаешь. И я вот так вот проезжаю по Оренбургскому тракту, и так вот у меня вот душа, сердце как так тянется к этому месту, потому что тут было становление моей, скажем так, творческой натуры. Я просто не могу скрыть это от зрителей. Я знаю, что ты тоже сюда поступала. Да. Так, и что, и как? И как все прошло? Что я вот на этих лестницах проревела минут 5. Это вот называется лестница слез. Лестница слез. Лестница слез от радости и от горя. Но знаешь, я тебе скажу, в 17 лет это кажется очень важное событие, когда ты не поступил. Но я тебе скажу, если бы ты поступила сюда, ты на кого поступала? На дизайнера костюмов. На дизайнер. Вот смотри, если бы ты поступила на дизайнер костюмов, то ты бы, наверное, шила вот эти вот на Баумана бегать костюмы в зебрах. Вот этим бы ты занималась. Но хорошо, что ты не поступила, понимаешь? Да. Так что пойдем мы отсюда куда подальше. Пойдем. Вот это вот мой университет. Вот здесь буквально 50 метров. А это путь
вот этот вот путь, по которому я шел, ну почти каждый день шел домой. А жил я на 10-м микрорайоне. Мне кажется, это тоже, ну, немножко важным для меня местом, потому что я по этому пути орал все свои песни. Шумно, никто на тебя не смотрит, и ты можешь разрабатывать свои голосовые связки, понимаешь? Никто тебя не слышит. И помню, была ночь, где-то 12 ночи, может быть, первый час уже пошел. На 6-м этаже мы жили, я открыл окно, я сел на балкон, но не взвесил, конечно же, ноги, не взвесил. Я просто сидел на балконе, вот так была тишина, ночь. А вот там вот, давайте я вам покажу, вон там был ресторан, назывался он Мозамбизи, что ли, ну очень такой дорогой ресторан. Один мой знакомый там играл на пианино. И я думал, я вот так вот смотрел вот на этот город, я думал, вот он город, привет, я у тебя остаюсь, я буду с тобой жить. И это был такой, знаешь, немножко разговор, что ли, да, с городом, что давай дружить. Ты мечтал здесь выступать? Ну да, мечтал. Ну это же не Карнеги Холл. Şiksiz alemde yuvada dizli. Ильгиз, расскажи, пожалуйста, почему это твое место силы? Раньше вот этого всего красивого всего не было. Ну, как мы помним, да. Да, как мы помним, был просто такой спуск, немножко такой, типа, ну, типа острова маленького, вот такого полуострова. Было дерево, и по деревам этим я любил сидеть. Я вот тут мимо проходил, опять-таки пел свои песенки, орал. А сейчас Вот. ты приходишь сюда? Ну, не считая вот сейчас. Ну, наверное, Лучше было бы- нет. Красиво, если я скажу. Да, конечно, я сюда прихожу. А ты бы не хотел устраивать тут гитарники? Ну, можно, кстати. Красиво. С молодежью. Тут же еще ночью подсвечивается. С молодежью. С молодежью, да. И не только с молодежью, и еще с теми, кто считает себя молодежью. Главная проблема молодежи, то, что я к ней уже не отношусь. У меня одна знакомая, знаешь, что говорила? Она говорила, замуж надо выходить каждый раз, когда зовут. А, да? Так что, Регина, не отказывайся, это прекрасно. Köm uygan,